Эту соцсеть знает абсолютно каждый. ТикТок буквально захватил целый мир. Мне удалось взять интервью у сценариста и режиссера первого ТикТок-сериала Элизы Мартиросян. Впервые в нашей стране и в целом в Европе на платформе TikTok выходит интерактивный сериал под названием «Да не извини». Это абсолютно новый телевизионный продукт. Теперь телевидение выходит за рамки телевизора и активно заполняет различные соцсети. Вот так, да? Да. Все, понял. Спасибо. Слушай, я хотел сказать, у тебя красивое платье. Такое же хочешь? Привет, меня зовут Даня. «Да не извини» — это история о музыканте, который запутался в жизни. Он хочет и заниматься творчеством, и ходить на свидания. Как же все совместить? Но самый главный вопрос — как снять сериал так, чтобы зрители могли принимать решения за героев? Обо всех хитростях нам расскажет режиссер этого уникального проекта. Какие вы можете дать советы или лайфхаки для продвижения или попадения в реки? А самое главное, чтобы, конечно же, было больше креатива, да, то есть не пытаться делать только тренды снимать, то есть танцы и так далее, заморачиваться по съемке, потому что, как оказалось, когда ты делаешь многокадровую съемку, это залетает в те же реки. И что еще очень важно, это подбирать нужную музыку. Это очень важно, потому что у нас иногда было, что мы перезаливали какой-то ТикТок с другим, как бы с другой композицией, и он залетал в реки, хотя в предыдущий раз как бы такого охвата не было. Тяжело ли вообще снимать интерактивный сериал? Ведь судьба главного героя определяется только зрителем. Да, было очень тяжело, потому что, получается, ты развиваешь не одну сюжетную историю, да, у тебя есть развилка, и ты вынужден придумать как бы исход первый и исход второй. То есть да. это двойная работа, соответственно, и на площадке это двойная работа, и у нас был страх, что мы что-то забудем, что мы что-то упустим, что мы отснимем только одну как бы сюжетную линию, а другой выбор забудем. Поэтому, конечно же, все были напряжены, потому что это первый опыт интерактивного сериала. Вы заметили какую-нибудь разницу между съемкой для телеканала и между съемкой для ТикТока? Ну, разница, конечно же, это в команде, да, в количестве людей, которые работают над проектом, вот. А в принципе, подход как бы и в том, и в другом случае серьезный, кстати говоря. Люди думают, многие, да, и относятся к ТикТоку как к не очень серьезной платформе, но сейчас все меняется, и любая платформа — это возможность показать главное — качественный контент, все от тебя зависит только. Вот, поэтому от количества разница — это бюджет и количество команды. НЖ Снегирева, Элиза Мартиросян, специально для горы новостей.